Одну из июльских недель Минздрав России посвятил профилактике инфекций, передающихся половым путем. Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Эдуард Камалов, главный внештатный специалист по дерматовенерологии Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, главный врач Республиканского кожно-венерологического диспансера. Эдуард Салихьянович, здравствуйте. Здравствуйте. Проблема настолько масштабна, что Минздрав России решил посвятить неделю для ее профилактики. Да, действительно, на сегодняшний день известно более 30 инфекций, передаваемых половым путем. Хоть мы и знаем о мере профилактики каждой из инфекций, показатели инфицирования крайне высоки во всем мире. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, только ежедневно регистрируется более 1 миллиона человек заражение инфекцией, передаваемой половым путем. Распространенность больше всего зависит от самого человека, от его поведения в обществе, воспитания и информации, которую он получает об инфекции, передаваемой половым путем. Так, по Республике Башкортостан в сравнении 2025-2024 год у нас произошло уменьшение ИПП, инфекции, передаваемой половым путем, на 4%. В абсолютных числах это 2356 случаев. По Российской Федерации это ниже на 30%. А наиболее значимых инфекций, передаваемых половым путем, это является сифилис. В абсолютных числах сифилис составляет 361 случай. По Российской Федерации степень ниже на половину, на 50%. Но следует отметить, что имеется еще ВИЧ. ВИЧ по сравнению с 2024 году, в 2025 вырос с 24 случаев до 35. Здесь у нас крайняя настороженность врачами-дерматовенерологами. К чему может вообще приводить инфекции, передаваемые половым путем, если их не лечить? Приводит это к негативным последствиям со стороны сексуального и репродуктивного здоровья, воспалительным заболеваниям органов малого таза, может приводить даже к бесплодию и злокачественным образованиям. Поэтому наши врачи-дерматовенерологи больше настроены на профилактику этих инфекций. По нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» наши врачи-дерматовенерологи читают лекции, проводят беседы с учащимися общеобразовательных школ, студентами вузов, потому что профилактика очень важна для нашего населения. Каждое заболевание имеет свои симптомы, но, насколько я знаю, некоторые инфекции, которые передаются половым путем, могут протекать бессимптомно. Например, у мужчины, а вот у женщины они проявятся. Как быть в этой ситуации? Чаще всего, когда происходит заражение, это протекает очень ярко, остро, проявляются такие симптомы, как зуд, жжение, болезненность, выделение, как слизистые, так и гнойные. Но если мы будем рассматривать по половому признаку, есть инфекции, допустим, как гонорея. Она у мужчин будет протекать остро, это гнойное выделение, гиперемия в уретре, зуд, жжение при мочеиспускании, то у женщин могут протекать и малосимптомно или вообще даже бессимптомно, ввиду своих физиологических особенностей. И также, если мы будем говорить про трихомоноз, трихомоноз у женщин будет протекать ярко. Это пенистое выделение, дискомфорт. А у мужчин, наоборот, будет малосимптомно протекать. Вот такие есть особенности у каждого из них. Ну и, естественно, в основном это у нас яркая, острая картина в начале периода. Но потом может стихнуть эти симптомы. Это не говорит о том, что человек вылечился. Это может пройти в хронизацию процесса. И инфекция будет протекать дальше по путям мочеиспускательным и даже может приводить к осложнениям. Эдуард Салихьянович, а вот расскажите, что данные заболевания относятся к тем, которые передаются половым путем, но заразиться можно и в иных случаях. Да, действительно, такие способы есть. В первую очередь это через кровь. Такие заболевания, как ВИЧ, вирусные гепатиты, сифилис, могут заражаться через кровь. Поэтому такие пациенты имеют противопоказания пожизненно на донорство. Это первый момент. Второй, заражение может проходить внутриутробно от инфицированной матери
плоду. Через родовые пути, когда плод проходит через родовые пути, тоже может заражаться. Поэтому очень важно, чтобы беременная как можно раньше вставала на учет в женские консультации и проходила обследование. При необходимости получала специфическое лечение, тем самым предотвратив врожденный сифилис. Врожденного сифилиса у нас в Республике Башкортостан вообще нету. И не должно быть. Мы над этим тщательно работаем. Это у нас на особом контроле. Ну а если говорить о третьем уже способе, это бытовой контакт, путь передачи, такие заболевания, как сифилис, гонорея, трихомоноз, могут передаваться через бытовой путь. Как правило, это инфицированный родитель может передать инфекцию, как правило, это маленьким детям до 3 лет, через общую посуду, через поцелуй. Такие случаи бывают, но они очень крайне редки. Это примерно где-то 1 раз в год. Что нужно сделать? Какова профилактика заболеваний? Профилактика, на что у нас в основном направлена работа, это первичная профилактика различает и вторичная профилактика. Врачами-дерматовенерологами ведется постоянная работа, санпросветработа в общеобразовательных школах, в вузах, читают лекции, проводят беседы. И один из самых главных и важных моментов – это иметь одного постоянного партнера. Но если случается так, что имеет место быть случайная связь, то нужно относиться к потенциальному партнеру как уже зараженному инфекцией. Поэтому после того, как случайная связь произошла, необходимо обработаться антисептиками, наружные половые органы, произвести туалет и обратиться к врачу-дерматовенерологу. Ну и, естественно, использовать контрацептив, презерватив. После того, как обращается к врачу-дерматовенерологу, тут уже наступает вторичная профилактика, обследуется и по необходимости назначается лечение. Можно ли пролечиться в вашем диспансере анонимно? Да, конечно, можно пролечиться. В соответствии с действующим прескурантом анонимно у нас обследуется платно. Прескурант у нас находится в регистратуре и на стендах консультативно-диагностических отделений. Но важно отметить, что анонимно он не указывает ни фамилию, имя, отчество, ни адрес проживания. Необходимо обследоваться не только самому, но и своего партнера, чтобы пролечиться по необходимости обоим, чтобы не было перезаражения. Консультативно-диагностические отделения у нас располагаются по городе Уфа. Это Индустриальное шоссе 42, Черниковская 42, 50 лет СССР 45, Ахметова 318/1, Революционная 58. Это по городе Уфа. Есть у нас 2 филиала – Стерлитамак и Салавате. И головное здание у нас располагается по Союзной 37 в городе Уфа. Можете обратиться в любое время, записаться. Можно через единый номер 122, добавочные 2, через информаты в регистратуре, позвонив также в регистратуру, через приложение к врачу и через приложение МАКС, набрав «Мое здоровье». Там чат-бот подскажет, как нужно будет обратиться. Эдуард Салихянович, скажите, вот лечение при этом должно быть, я правильно понимаю, комплексным? Да, действительно, лечение будет комплексным, значит, при условии, если инфекция имеет хронизацию и осложнение, тут мы подключаем дополнительно урологов и гинекологов по виду, значит, женщина или это мужчина, так как нужно назначать это и симптоматическое лечение, и противовоспалительное, и добавить физиотерапевтические процедуры. Ну и самое главное, это, разумеется, профилактика, ну и... Профилактика, конечно же, очень важна, поэтому вот мы просвещаем наших пациентов, читаем лекции, проводим беседы. Ну, как я уже сказал, это необходимо, конечно же, одного постоянного партнера иметь. Это очень важная профилактика. Береги честь с молоду. Да. Эдуард Салихянович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали о таком направлении медицины, о том, что есть, и об этой проблеме, наверное, нельзя умалчивать, о ней тоже нужно говорить для того, чтобы
люди понимали, каковы последствия могут быть собственной неосмотрительности. Спасибо. Это была программа интервью. На наши вопросы отвечал Эдуард Камалов, главный внештатный специалист по дерматовенерологии Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, главный врач Республиканского кожно-венерологического диспансера. Я Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.